Сейчас будет интервью с путешественником, блогером Богданом Булычевым. Он только что вернулся из Якутии, где его команда разрабатывала новый туристический маршрут до мыса Пакста. Это самая северная точка на Дальнем Востоке. Узнаем, что же это за удивительное место и почему туда захотят приехать миллионы. Богдан, добрый день. Здравствуйте. Вы прямо с самолета прилетели сюда к нам и из Якутии. Вот расскажите, что это была за экспедиция у вас вот последняя? Все правильно. Вот, час назад мы приземлились в Шереметьево рейсом из Якутска. И с момента нашего старта прошел ровно месяц. То есть ровно месяц назад мы прилетели в Якутск для того, чтобы отправиться в экспедицию. У этой экспедиции есть несколько целей. Первая цель — это сделать новый туристический маршрут для жителей России и для жителей Китая. Это большой заказ от туроператора. Для такого маршрута мы выбрали интересное место Северные Улусы, реку Анабар и море Лаптевых, и самую северную континентальную точку Якутии и всего Дальнего Востока. То есть это такая знаковая точка. Параллельно с этим мы собрались установить еще мировой рекорд. В итоге сделали их два. То есть ни разу автомобиль не заезжал за 74-ю параллель северной широты. А вот как раз, когда ты приезжаешь на мыс, то прямо на мысе эта параллель как раз ты переступаешь. То есть если с навигатором делаешь шаг, то ты как раз 74-ю переступаешь. И второй вопрос — достижения самого мыса на автомобилях. Туда тоже никто не добирался. Он труднодоступный, очень своеобразный. Вот. И весь этот проект мы посвятили столетию основания Республики Саха-Якутия. И проект прошел при поддержке главы региона Айсена Сергеевича. И как раз поддержка заключалась именно в том, чтобы связать нас вот с этносом, который проживает в регионе, для того, чтобы мы могли показать не только природу, не только людей, но и передать быт, этнос, культуру, и вообще вот севера, северных людей. Что у нас, собственно, я надеюсь, что получилось. То есть турист должен туда приехать, и просто должно быть осознание того, что он находится на краю, может быть, земли, да? Там есть такая вот самая его особенность. Он напоминает корабль, вот как «Титаник». То есть это прям 50 метров отвесные скалы в обе стороны, абсолютно треугольный такой выступ прям кораблем. Внизу у тебя ниже 50-метровой этой высоты торосы изо льда под двухэтажное здание. Справа открытая вода, потому что там сходятся два течения, течение Анабара и с моря Лаптевых. Все это невероятно красиво, парит, белые медведи, очень сказочно. И рядом стоит маяк, прям тут же на мысе. И вот антураж невероятный. Когда мы подняли дрона, то просто эмоций были еще больше, потому что то, что мы увидели с дрона, это просто непередаваемое ощущение. И вот именно для того, чтобы привозить туристов вот на такую точку, где они будут получать эмоции, где они будут добираться до самого края земли для них, особенно вот если мы говорим про азиатские страны, про Китай, то это Дальний Восток, они ассоциируют себя с ним, и добраться до самого края своего региона, вот своего, так скажем, практически материка, это очень круто. Вот именно это мы прорабатывали в этой экспедиции. А как нашли это место? На самом деле, как бы о нем вроде как все знают, но его вроде никто не использовал. Мы вообще проехали все арктическое побережье от границы с Норвегией до границы с Америкой, абсолютно все, и многое уже по нескольку раз. И прекрасно понимали, что да, есть мыс Челюскино, это самая северная континентальная точка всей Евразии. Но не такой красивый. На нем находится военная часть. Привозить туда туристов практически невозможно из-за логистики и так далее, и так далее. В общем, много минусов. Да, место знаковое, да, и Стелла. Мы искали что-то такое, чтобы было, интересно по логистике, относительно близко, как ни странно, но это близко, и чтобы там жили люди недалеко, для того, чтобы турист смог познакомиться с культурой северных народов. И вот это место подошло идеально. У нас, признаюсь честно, был еще соседний регион Чукотка, но так как я уже в Якутии 10-й раз, так как я родился в Магаданской области и жил на границе с Якутией, то для меня все-таки роднее соседская Якутия, которую мы и выбрали. Поэтому мы приехали сюда, разработали этот маршрут, и там есть что показать туристу. Вот от природы до людей, которые там живут. Вы сказали, что этот запрос идет от китайского туроператора. Да? Почему у них есть такой запрос?
Ну, сейчас вот в наших современных реалиях мы понимаем, что китайский туризм, вообще Россия и Китай дружили, сейчас начинают дружить еще больше, и теперь это не просто наш сосед, а теперь наш друг и сосед. Есть много данных о том, что китайцы приезжают сюда, в России им очень нравится. Они приезжают на Кольский, приезжают в Янао, приезжают на Байкал. В Китае есть самый северный населенный пункт, находящийся на реке Амур. Так вот, туда приезжает в миллионы туристов в год, которые приезжают в этот населенный пункт и смотрят вожделенно на север, в сторону России, и понимают, что где-то там, за вот этой большой землей, есть край земли, куда они все хотят. Поэтому китайские туроператоры вышли на нас, так как наша команда в Арктике, ну, я могу сказать, что на сегодняшний день действительно является номер один по охватам, по местам, где мы были. Они вышли на нас с просьбой, чтобы мы разработали туристический маршрут и приняли в нем самое основное участие, как российский оператор, вот именно по созданию его. Что, собственно, мы и сделали. Год мы где-то готовили документально, изучали весь ландшафт, смотрели точки и приняли решение, что вот этот мыс должен быть красивым. И когда мы до него добрались, вот наши все ожидания помножились на 100, наверное, где-то. Он очень невероятно красивый. У иностранных туристов, получается, есть интерес к экзотическим, неизведанным местам, или это интерес к холоду? Можете что-то рассказать по этому поводу? Вообще Якутия, на самом деле, один из, я думаю, единственный регион, ну, за исключением, наверное, Лапландии и Финляндии, который монетизирует мороз. То есть вот кто-то монетизирует все, что угодно, там вот кто-то море монетизирует, кто-то Байкал монетизирует, кто-то горы монетизирует, кто-то водопады. Вы монетизируете мороз. Это круто. Мороза много, пожалуйста, монетизирую, не хочу. Но все равно немножко не хватает Якутии вот такого, знаете, внутреннего брендинга. То есть вот Кавказ — бренд, Байкал — бренд, Крым — бренд, Сочи — бренд, а Якутия вот. Да, о ней слышат, но немножко не хватает. И вот для того, чтобы было сформировано, то есть это как вот Сочи — это не только море, но и Красная Поляна. Байкал — это не только само озеро, но и остров Ольхон и так далее, и так далее. Также и здесь должно. Сейчас Якутия ассоциируется с Оymykoном. Вот Якутия — полюс холода. Вот на этом все. А нужно добавить, что здесь же еще и самый край земли, самый край Дальнего Востока. То есть мы планируем сделать эту точку такой же примерно по значимости, как Ольхон на Байкале, как Териберка в Мурманске, как Oymykon в Якутске, в Якутии, чтобы понимать. То есть это должна быть еще одна знаковая точка притяжения, куда народ должен ехать со всего мира. Вот, поэтому все было выбрано именно так. А что касаемо людей, которые сюда будут ехать, они как раз будут ехать за всем. То есть мы не выбрали просто географическую точку, чтобы приехать вот здесь и уехать. Мы планируем задействовать улусы, которые находятся по маршруту следования. Это и Оленёкские как раз, и Анабарские, для того, чтобы можно было познакомиться с людьми, познакомиться с оленеводами, познакомиться с рыбалкой, даже, возможно, познакомиться в летний период с охотой. То есть куча всего, от сувениров до народного промысла, до строганины, вот все, абсолютно все будет задействовано здесь. И в этом вся суть, чтобы показать, прям погрузить их прям сюда, но при этом, при всем, чтобы после погружения они могли своими ногами дойти до края земли, встать, посмотреть туда, в сторону, возможно, кинуть монетку, я не знаю, если нам экологи разрешат это запускать. Вот. Но в целом это именно вот такая вот суть, что почувствовать себя частью большой северной территории. Ощутить это все, дойти до края земли, понять, что все, вот оно там, все, вот конец земли, и сказать всем, что я был на краю земли. А что с логистикой? Логистика, в принципе, вполне себе вменяема. Это тоже один из вопросов, который мы очень сильно прорабатывали, потому что мы понимаем, что в зимний период это авиация, как и в летний, и морские артерии, которые превращаются из морских в зимники и, соответственно, в дороги. Мы проработали абсолютно все реки, начиная как раз вот от Анабара, заканчивая Колымой на границе Чукотки, и мы понимали, что вот здесь есть плюсы, здесь есть минусы. Здесь все-таки есть основной плюс. Весь трафик мы будем гнать в Саскалах или в Оленек, и уже оттуда вполне комфортное перемещение до этой точки. Оно будет проходить через северные поселки, такие как Юрон-Хая, будет заезжать на самую северную
полярную метеостанцию, которая находится на Дальнем Востоке. То есть это место, где севернее всего живут круглогодично люди. То есть севернее больше никто вообще не живет. То есть это такое действительно очень интересное место. И после этого уже доезжать до этого мыса. То есть там логистика понятная. Якутск с Искалах самолет, Мирный с Искалах самолет, либо вертолет, и, соответственно, здесь вездеходами до точки назначения. В летний период это будет либо вертолетный тур, либо тур на подушках, либо на катерах как раз тоже то. То есть мы планируем еще это сделать и круглогодично. А если не иностранцы, поедут ли россияне? Я думаю, что поедут, и доказательством этого служит просто пост в соцсетях, который я выложил, просто показал это место, короткий ролик, и тут же получил около 10 заявок, причем часть из них, там 3 это мои друга, остальные просто подписчики, они сказали, мы хотим. Я говорю, ребят, это делается под туриста, скорее всего, изначально, так, пока не будет инфраструктуры, он будет дорогой тур. Только когда будет инфраструктура, когда будет там не один вездеход, а 10, когда будет не маленький гостевой дом, а гостиница, тогда на потоке уже он станет дешевле и будет более доступен для людей. Пока на старте он будет дорогой. Не исключено, что первый тур вообще будет вертолетный, они будут запредельные. На что они сказали? Мы готовы, мы в первую очередь. Все, считай, что ты меня записал первым. И таких человек 10. А это даже еще не реклама, это просто был пост этого места. Мы даже вообще не говорили ничего про туры. Слово о том, что мы кого-то туда повезем, даже не упоминалось ни разу. Вот, а люди уже захотели, потому что место, то, как мы и прогнозировали, будет манить туда людей. Но это край земли, это же край земли. Когда этот проект может заработать, вот, реализоваться? У вас есть уже какие-то планы? Хотим сделать там стелу, чтобы было обозначение, что вот именно это самая северная точка Якутии и Дальнего Востока, часть, так скажем, параллели, которая должна проходить, 74-я, через которую должен переступать. Если мы понимаем, что мы привозим сюда туристов, то должны быть деревянные помостки, по которым ходить. Ну и как минимум место, куда может подсесть вертолет. И если все пойдет нормально, то в этом году мы должны запустить конкурс. Или, как бы, если там конкурс будет не получаться, то сами выберем стеллу, может быть, запустим какое-то голосование, выберем из нескольких вариантов лучшую, и эту стеллу постараемся установить уже в этом году. И если мы это сделаем, то летом будет установлена стела, а зимой 2023 года мы планируем перевести уже первую группу туристов. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам.